В пожилом возрасте человеку свойственно оглядываться на свои прожитые годы и задавать себе один и тот же вопрос: все ли я сделал в своей жизни, не растратил ли свои силы попусту. Яким Степанович Максимов-Кошкинский избавлен от таких мучительных раздумий. С юношеских лет он наметил себе цель жизни и остался ей верен навсегда. Удивительная судьба этого человека, удивительны его дела. В 1925 году Максимов-Кошкинский загорается новой идеей заснять чувашский кинофильм. В осуществлении этой мечты самое активное участие принимала Татьяна Степановна Таньюн. В те годы в Чебоксарах кинотеатра не было, и картины показывали в нашем театре. Я не пропускала ни одной картины, а многие смотрела по несколько раз. В особенности, когда играла итальянская известная актриса Франческа Бертини. Я смотрела на ее игру и думала, а вот бы и мне стать киноактрисой. Мечтала стать киноактрисой, а сама боялась своей мысли, своей мечты. Однажды, как-то просматривая журналы «Советский экран», я узнала, что некоторые национальности Советского Союза снимают из своей жизни картины. И вот я подумала, а почему мы, чуваши, не можем снять свою картину? Когда пришел Кошкинский домой, я с ним поделилась своими мыслями. Яким Степанович, не откладывая дело в долгий ящик, принялся за работу. И скоро, очень скоро написал киносценарий «Волжские бунтари». Это о Исмельском восстании крестьян в 1906 году. Этот фильм согласилась снимать Ленинградская студия, а наше правительство выделило деньги. После выпуска «Волжских бунтарей» чувашское правительство отпустило средства на съемку второй картины «Сарбиге». Во время съемки этой картины и организовался трец Чувашкино. Чувашкино за 5 лет своего существования засняло 6 художественных и 3 документальных фильма. 7-я картина наша художественная «Асту» снималась уже в Востокино. Все наши картины демонстрировались на экранах Советского Союза. В организации чувашского кино большую роль сыграла Татьяна Степановна, наша кинозвезда Таньюн. Она, как актриса, впервые сыграла роль матери в «Волжских бунтарях». Хорошая роль была, трагическая роль. В остальных картинах «Сарбиге», «Черный столб», «Вихрь на Волге», «Опайка», «Священные рощи» и «Асту» она играла ответственные ведущие роли и пользовалась большим успехом у зрителей. Чувашские кинокартины были большим событием в культурной жизни республики. Здесь во всем блеске проявились многогранные творческие таланты и организаторские способности Максимова-Кошкинского. Он сценарист, он режиссер, он артист. Даже трудно представить,
как он один смог поднять всю тяжесть производства кинофильмов. Нам помогали правительство республики, русские братья по киноискусству, организации Совкино, вспоминает сейчас Яким Степанович. Жители чувашских сел охотно и бескорыстно участвовали в съемках массовых сцен. Здесь раскрылись таланты многих чувашских артистов, и прежде всего самого Кошкинского и Татьяны Степановны Таньюн. В послевоенные годы Яким Степанович Максимов-Кошкинский работает в киностудии «Мосфильм». Он снимается в кинокартинах «Алмазы», «Романтики» и «Алитет уходит в горы». Открой. Миш-то кто чужой? С добром ли? Это я, Марья Семеновна. Открой. Ой, Филипп. Здравствуй. Здравствуй. Что-то голос твой не признала. Уж не болен ли? Устала я, Марья Семеновна. Кристина дома? Нету. А зачем тебе она? Нету. А где же она? На низа ушла к пароходу, в область поехала. В область. Ай-яй-яй-яй-яй. А давно ушла? Нынче поутру. Да зашел бы. Да некогда мне, Марья Семеновна. А как она, лодкой или плотиком? Плотиком побежал. Да зачем тебя хрипит? Плотиком. А лодка-то у тебя есть? Есть. Ну, Да что ты задумал, старый? Весло давай-ка весло-то. На тебе весло. В область говоришь? В область. Плотиком. Прощай, Марья Семеновна. Отдохнул бы. Куда же ты? Дело в году, прощай. Да какое такое Потом дело? узнаешь. Он был партнером выдающихся артистов советского кино, которые всегда отмечали его высокое профессиональное мастерство, незаурядный талант. Столица Чувашии – родина Василия Ивановича Чапаева. В свое время знаменитый фильм «Братьев Васильевых» сделал Камдива легендарной личностью и героем не одной сотни анекдотов. Отброшен и обращен в бегство. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди? На лихом коне и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Оп! Соображать надо. 2003 год подарил чебоксарцам фестиваль сатиры и юмора «Золотой Чапай». Председателем жюри фестиваля стал еще один уроженец Чувашии, известный российский актер Станислав Садальский. Сколько себя помню, вот это висит над моей кровати. Вряд ли она стала бы вешать на стену портрет постороннего мужика. Кто это? Да. Идет. Еще раз повторяю, если ты сейчас же не родишь, останешься на старости лет куковать на пару с телевизором. Давай, Родионова, была не была, давай. На кого Бог пошлет. Ля. О, Боже. Груздин? Павел Хлюздин Павел Константинович. Да-да. Послушайте, может, хватит темнить, а? Сколько еще лет мне будут морочить голову? Имею я право хоть на какую-то информацию? А может и правда? Может, хватит темнить, а? Паша.